Отдел природы по праву считается одним из старейших в Национальном музее Коми. Экспонаты здесь начали появляться с самых первых дней его работы. Подобно живому организму, экспозиция постоянно меняется, совершенствуется и пополняется уникальными экземплярами. От гербариев и минералов до чучел животных. В этом году новыми обитателями отдела природы стали таежные представители. Обыкновенная лисица, горностай и соболь. Если говорить, например, про соболя, у нас на экспозиции никогда его не было. Да, а этот зверек обитает на нашей территории, причем единственный заповедник, который есть в нашей республике, Печора-Илжский, да, его и создавали как раз благодаря вот этому зверьку, да, потому что на нашей территории находится западная граница его обитания. Обитает он на юго-востоке нашей республики, как раз на заповедных территориях. И мы очень рады, что этот зверек появился теперь и на нашей экспозиции, и все желающие могут познакомиться с ним, посмотреть, полюбоваться на этого зверька. Чучела создаются из кожных покровов, шерстью или пером, нанесенных на каркас, повторяющие естественную позу животного. Раньше для набивки использовали вату или солому, а сейчас применяют более современные материалы. Все для того, чтобы экспонаты было практически не отличить от реальных животных. Это, по мнению работников музея, особенно важно для детского восприятия. Пораженные сходством, ребята намного лучше усваивают информацию. Вот здесь у нас представлена обыкновенная лисица, вот один из новых свежих экспонатов, да, и вот позади вы видите еще одну лисицу, да, многие даже не знают, что раньше у нас водилась чернобурая лисица, это пришлый вид, который никогда у нас здесь не водился, к нам его завезли вообще в нашу страну, в том числе в нашу республику, из Канады, из Северной Америки. В музее уверены, новые обитатели точно подружатся со старожилами экспозиции. Сегодня здесь представлены самые распространенные в республике виды животных – бурый медведь, волк, лось, заяц-беляк и различные виды птиц. Есть и редкие виды, внесенные в Красную книгу, например, орел-беркут, серый журавль и северный олень. Буквально за 40 минут на выставке можно совершить целое путешествие по родному Коми-краю. Мы учим детей прежде всего узнавать этих животных, потому что экология – это наука о доме, в которой мы все живем на планете Земля, и чтобы животные были узнаваемыми. И мы говорим, что мы все соседи на планете Земля, и нету необходимости кого-то истреблять, уничтожать. Пока все многообразие животного и растительного мира тундры и тайги из-за пандемии существует в музее за закрытыми дверьми. Но здесь настроены позитивно. Появившееся время используют для работы над новыми проектами и сюрпризами для гостей. А новые обитатели выставки пока обживаются в отделе природы и с нетерпением ждут встречи с посетителями. Ксения Лосева, Олег Жуковский, телеканал Юрган Сыктывкар.